В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Завершается 2024 год, год знаменательный для всей республики, 125-летием со дня рождения видного государственного и политического деятеля Якутии, одного из основателей автономии Степана Максимовича Аржакова и 390-летием основания города Вилюйска. О сегодняшнем дне и перспективах развития Вилюйского района мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Сергей Винокуров, глава Вилюйского района. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о самых значимых событиях в этом юбилейном году в Вилюйском районе. Ну, как вы уже сказали, этот 2024 год для нас, для вилюйчан, особенный. И год 125-летия Степана Максимовича Аржакова. Вот как раз 9 ноября исполнилось 125 лет. Вот. Ну и большая, хорошая дата – 390-летие нашего города. Наш город был основан в 1932 году, он на 2 года, в 1934 году, он на 2 года младше города Якутска. И в этом году значит, мы отметили 390-летие города Вилюйска. Угу. Вот, к слову о строительстве. Какие достигнуты успехи в этом направлении в Вилюйском районе? Так, практически можно сказать, что все улусы района, они же строятся, где-то больше, где-то меньше. Вот. И это на сегодня один из основных показателей работы, деятельности улус. Вот. Мы в этом году, у нас открылся в селе Тымпы клуб, который построен по федеральной программе. Вот. И клуб очень хороший, современный, полностью укомплектованный. Это, кстати, родина наших эстрадных певцов. Поэтому они приезжали на открытие, были все довольны. Также ряд домов построено по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Также выделены квартиры для детей-сирот в этом году, согласно нашего плана. Построены ряд коровников в отдельных наших поселениях. Построены в сфере сельского хозяйства довольно-таки много гаражей, которые работают на развитие сельского хозяйства. Самым большим, наверное, достижением или хорошей новостью стало то, что руководство компании «Алроса» приняло решение о строительстве со следующего года газопоршневой электростанции, довольно-таки крупной, мощностью на 34 мегаватт. Этот вопрос мы ставили ряд лет, и наконец-то мы видим, что этот проект уже осуществляется. И мы благодарны руководству компании «Алроса», как акционеры, прежде всего, генеральному директору Павлу Алексеевичу Мариничеву. Также сегодня совместно с Роскосмосом пробивается вопрос перед правительством Российской Федерации о строительстве школы на 990 мест. Будем надеяться, что в ближайшее время эта школа начнется уже строиться. Вы также приняли участие на Восточном экономическом форуме. Немножко подробнее расскажите о том, с каким проектом. Мы второй раз участвуем на Восточном экономическом форуме. И мы продвигаем там вопрос строительства нового микрорайона, так называемый Экополис, где будут жить молодые специалисты. Более 60 домов будет там построено. На сегодня уже завершены список тех, кто желает там жить и работать. Там будет строиться молочный завод, довольно-таки мощный. И на сегодня проектно-сметная документация на стадии завершения этого завода. Прошло межевание и планировка этих земельных участков. Полностью завершена проектно-сметная документация газификации этого района нового, который получил положительную оценку. Подана заявка на электрификацию этого района.
Ну, надеемся, что значит, в ближайшее время новый микрорайон по программе развития Дальнего Востока будет уже строиться. Сегодня по всей республике ведется активная работа по поддержке участников СВО. Скажите о том, какая работа ведется в вашем УЛУСе. Ну, поддержка идет по всей республике, все УЛУСы районы поддерживают, в том числе и мы. Вот, с начала военной операции с бюджета района выделено более 40 миллионов рублей. В этом году создан фонд специальный, фонд Победы, вот, и где уже аккумулировано за счет населения нашей республики более 7 миллионов рублей. Вот, мы в этом году дважды вот, побывали в зоне вот, специальной военной операции. Вот, я буквально вчера оттуда вернулся. Вот, ну, мы встретились с ребятами, вот, поговорили. И что нам понравилось, у них довольно-таки нормальное, хорошее боевое настроение. Вот, и говорят, что уже сегодня полностью как бы идет наступательная операция. Вот, и таких сложностей и непонятных моментов, как это было в начале вот, специальной военной операции, уже нет. Вот, все утряслось, вот, и они уверены в полной победе. Это нам очень понравилось. Настроение хорошее, боевое. Это самое главное. На днях мы все, жители республики, с волнением наблюдали за проведением второго международного конкурса молодых пианистов. Немножко расскажите подробнее об этом конкурсе. Так, ну мы второй конкурс вот, провели совместно с консерваторией имени Чайковского в зале, Рахманинском зале. Вот, этот второй конкурс прошел с 20 по 23 ноября. Вот, в стенах консерватории имени Чайковского. Это второй конкурс, как вы уже отметили. Вот, первый конкурс прошел 3 года тому назад. Вот, это конкурс среди пианистов молодых. Вот, он международный. Вот, и приняли участие представители нескольких стран, в том числе Великобритании, Китая, Японии, Ливии и так далее. Вот, всего было 45 участников. Вот, во второй тур, финал, значит, прошли 36 из них. Вот, и нашу республику представляли значит, учащиеся студенты Высшей школы музыки, вот, которые, в принципе, на наш взгляд и на взгляд вот, жюри, очень достойно выступили. Там есть призовые места. Вот, призовые места. Вот, ну, победил представитель консерватории, студент 3-го курса, вот, который действительно сегодня является уже большим мастером. Дает сольные концерты по всему миру, и он по праву занял вот, первое место и гран-при. И получил 500 тысяч наличными. Что-то из произведений Марка Жиркова, возможно, прозвучало? Да, ну там все участники вот этого конкурса международного исполняют международную вот, музыку международных композиторов, ну, значит, иностранных композиторов известных, российских композиторов. Вот. Ну и обязательным условием является исполнение произведений якутских композиторов, вот, в том числе и Марка Николаевича Жиркова, вот, и других наших композиторов. Вот. Поэтому это своего рода, ну, что ли, реклама вот, нашей музыки, вот, наших композиторов. И это очень хорошо, когда иностранные студенты, вот, российские пианисты из многих регионов нашей страны уже знают значит, вот, музыку наших национальных вот, якутских композиторов. Ну а как в общем в Вилюйском районе идет развитие образования музыкального детского? Вот, ну, там были, вот, на этом конкурсе были 3 представителя вот, нашей музыкальной школы. Вот, ну, из них 2 прошли во второй тур, и 1 из них стала 3-м призером. Ну, вот, это довольно-таки серьезное, хорошее достижение. И вообще вот последние годы, как считают ну, деятели культуры и так далее, вот, Вилюйская музыкальная школа, в общем-то, довольно-таки серьезно поднялась. Вот, и качество обучения, и качество вот, наших детей вот, довольно-таки вот, они очень высоки. Вот, и не зря вот, они прошли конкурс, прежде чем попасть
вот на этот международный конкурс. Поэтому это неплохой показатель. Очень хороший, думаю, тоже. А какие мероприятия прошли у вас в районе, посвященные юбилейным датам этого года? Возможно, какие-то большие громкие еще планируются до конца года? Да, конечно, было очень много мероприятий. Вот. Ну, прежде всего, значит, в честь 390-летия нашего города мы в этом году, значит, художественная самодеятельность, то есть простой народ поставил оперу «Нургун Батур». Вот это уже вторая наша опера. Первая опера была «Сагый Карнастыр». Вот. И вот в этом году в честь юбилея города была поставлена вот самая известная опера Марка Николаевича Жиркова «Нургун Батур». И она прошла, значит, на очень хорошем профессиональном уровне, как отметили и музыкальные критики, и наши известнейшие, значит, оперные, так скажем, артисты и так далее. Они отметили, что очень хорошая опера. То есть, оказывается, и художественная самодеятельность, и простой народ при желании, при соответствующей подготовке и так далее может поставить оперу. Это уже доказано. Вот. И я думаю, что и другие сейчас районы, улусы также будут ставить, ну, там, оперы своих, допустим, композиторов и так далее. Вот. Ну, также вот мы провели большой ИСЭХ юбилейный, где приняли участие иностранная делегация с Китайской Народной Республики во главе с мэром города Хяган. Вот. Далее были представители Роскосмоса, в том числе космонавт, герой России Дмитрий Петелин. Вот. Были представители довольно-таки серьезная большая делегация Республики Татарстан, вот, потому что мы уже много лет дружим с этой республикой, учимся у них. Вот, и они каждый раз принимают у нас участие. Мы у них тоже туда ездим и принимаем участие вот, в их мероприятиях. Вот, есть ряд проектов совместных вот, с Республикой Татарстан. Вот, с Китаем мы уже практически работаем. Так, вот, наши дети там отдыхали в лагере, их дети у нас отдыхают в лагере. Вот, есть хорошие видения вот, дальнейшего развития. Но я думаю, что вот, с Китаем надо работать, но думаю, что у нас все получится. И коротко о том, какие юбилейные даты и мероприятия запланированы в следующем году. Ну, следующий год, как мы все знаем, это год 80-летия Победы. У нас 3 героя Советского Союза, вот, это о многом говорит, вот, которые получили это самое высокое звание в годы Великой Отечественной войны. Вот, соответственно, в честь вот этих всех наших 3 героев пройдут различные мероприятия. Вот, ну и в следующем году тоже большой юбилей вот нашего выдающегося земляка Гаврилюса Черяева. Ему исполняется 100 лет. Исполняется 100 лет. Вот, он участник Великой Отечественной войны и человек, который 17 лет руководил нашей республикой. И вот наш первый президент Михаил Евгеньевич Николаев, значит, сказал в свое время, что действительно он сделал больше всех вот, руководителей вот, в истории нашей республики, вот, в развитии нашей республики. И, конечно, вот, создана республиканская комиссия, вот, которая уже начала работу. Вот, ну, будем надеяться, что все юбилейные мероприятия пройдут на хорошем организационном уровне. Что ж, Сергей Николаевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы и развитие вашему району и в дальнейшем. Я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.